Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские ученые обнаружили ранее неизвестные рукописи о творчестве Махтумкули. Туркменистан примет участие в форуме ректоров вузов региона Центральной Азии. В Туркменистане стартовал осенний сезон скачек и другие новости. Ученые Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана в течение августа работали в библиотеке и информационном центре Венгерской академии наук, где ими были обнаружены новые, ранее неизвестные исторические сведения о жизни и творчестве Махтумкули Фраги. Венгерские специалисты рассказали, что в библиотеке хранятся более 10 тысяч арабских, персидских и древнетюркских рукописей и создали возможность для их изучения. Делегация из Туркменистана примет участие во втором форуме ректоров учреждений высшего профессионального образования стран Центральной Азии, который состоится 14 сентября в Таджикском национальном университете Душанбе. В форуме примут участие министры образования стран Центральной Азии, а также ректоры учреждений высшего профессионального образования Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизстана. Повестка форума будет сосредоточена на расширении сотрудничества в сфере образования и науки, а также на активизации обменов преподавателями и студентами. Начинается прием заявок на тест GLPT, который определяет уровень владения японским языком. Отбор будет проходить по 8 сентября в посольстве Японии в Туркменистане. Для поступления в японские вузы иностранные студенты должны сдать этот экзамен. Сертификат GLPT является обязательным для поступления в большинство университетов Японии. Samsung объявила о глобальном запуске сервиса персонализированных блюд и рецептов на основе искусственного интеллекта Samsung Food. Новая платформа, опираясь на большой опыт Samsung в создании кухонной техники и сервисов для приготовления еды, предлагает рецепты блюд на основе персональных предпочтений пользователей и сезонности продуктов. В базе Samsung Food уже появился рецепт туркменского национального блюда ишлекли. Платформа доступна на 8 языках в 104 странах мира. В Калифорнии количество магазинных краж достигло такого числа, что полиция не в состоянии реагировать на все и теперь может уделять внимание только крупным преступлениям. Теперь на кражи на сумму менее $950 даже не будут заводить уголовное дело. На подобные случаи у полиции штата просто не хватает ресурсов. Во французском городе Минесси власти решили позаботиться о домашних кошках, которых хозяева выпускают на прогулки по окрестностям. Вдоль дорог установили знаки с силуэтом кошки и надписью «Кошка на прогулке». Это должно призвать водителей быть внимательнее и следить за дорогой, на которой в любой момент может выйти домашний питомец. Аналогичные знаки установлены и в защиту ежей и лошадей, также часто попадающих под колеса автомобилей. Французский турист украл с пляжа на острове Сардиния в Италии более 40 килограммов гальки и камешков в природном парке Порто-Конте. По закону с пляжей Сардинии запрещено вывозить песок, ракушки и камни. За это полагается штраф в несколько тысяч евро. Любители пляжных сувениров задержали при посадке на паром до Ниццы. Он вез в багаже 41 килограмм гальки и камней. Теперь вору грозит штраф до 3000 евро, а сами камни были возвращены на пляж, с которого их пытались вывезти. Посол Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки встретился с председателем Федерации карате страны Яшузаком Мамедназаровым. На этой встрече посол вручил представителю Федерации почетную грамоту министра иностранных дел Японии. Эта награда была вручена за заслуги в развитии карате в Туркменистане. Федерация карате Туркменистана регулярно организовывает национальные соревнования, благодаря чему популяризирует этот вид спорта среди туркменских атлетов. В конно-спортивных комплексах столицы и вилаятов страны стартовал осенний сезон скачек, который собрал на трибунах многочисленных любителей конного спорта. В Ашхабадском конно-спортивном комплексе состоялось 7 скачек, в которых участвовало более 50 скакунов. На скаковые дорожки вышли 3-4-летние и более взрослые ахалтекинцы. Победители в скачках определялись в забегах на 1400, 1600, 2000 и 2200 метров. Сборная России по футболу в сентябре сыграет 2 товарищеских матча. 7 сентября в египетском городе Суэц россияне встретятся с олимпийской сборной страны. 11 сентября в катарской столице Дохе соперником команды Валерия Карпина станет сборная хозяев. Оба матча будут доступны для просмотра в прямом эфире на Первом канале. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.